в республике спортивной инфраструктуры, внедрение системы ГТО, проведение большого количества спортивных мероприятий дает положительные результаты в части формирования здорового образа жизни и повышения уровня обеспечения республики спортивными сооружениями и объектами спорта. Ну и, конечно, огромный имидж республики и в регионах страны, и за ее пределами. Буквально один спортсмен может дать очень хороший эффект. Таким спортсменом буквально в недавнем прошлом на Олимпиаде 2016, конечно, явился наш Хасан Халмурзаев. Поэтому, конечно, мы, воспитывая спортсменов, создавая инфраструктуру, должны всегда понимать, что не каждый спортсмен станет чемпионом, и именно выделять тех, кто наиболее достоин стать чемпионом. Делать на это упор и развивать и олимпийские виды спорта, особо уделяя на это внимание и ресурсы, и, конечно, не олимпийские виды спорта. Почему? Потому что там тоже участвует огромное количество нашей молодежи, наших людей. Растет число жителей, регулярно занимающихся спортом, которое достигло уже на сегодняшний день почти 17%. Ну, по итогам 2018 года это было 2,3%. Это говорит о том, что мы много развиваем спортивную инфраструктуру, много уделяем внимания спорту и создали большое количество, уже более 15 новых федераций спорта в республике. За счет небюджетных инвестиций в Малгобеке построен стадион, включающий футбольное поле, волейбольную площадку, а также трехполосную легкоатлетическую дорожку. И сегодня в Малгобеке начато строительство, и к концу года мы его торжественно откроем. Это спортивный комплекс с бассейном. Это большой проект для Малгобека, для жителей Малгобека. В сельском поселении Сагапши Малгобекского района завершает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, сдача которого будет в 2019 году. В 2017 году проведен комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в том числе фестиваль среди допризывной молодежи всей семьей на ГТО, тестирование учащихся 11 классов общеобразовательной организации на сдачу норм ГТО. В целях развития олимпийских видов спорта в республике проведена работа по реорганизации детско-юношеских школ в организации спортивной подготовки, реализующих программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов. В последние годы в республике активно развивается хоккей. Ну, не в последние годы, 2 года буквально, и уже наши ребятишки могли себя проявить в 2017 году, где на турнире всероссийском завоевали кубок Александра Рагулина. 22 января 2018 года открылась хоккейная академия Фетисова-Башлам. На открытие были приглашены почетные гости и именитые спортсмены. Почему это делается? Почему гости? Почему легендарные личности? Чтобы для детей были ориентиры, чтобы все понимали. И когда выступают и Вячеслав Фетисов, и другие легендарные личности хоккея или спорта, когда они рассказывают, что такого не видели, и все начиналось с дворовой площадки, с самых-самых там, ну, не условий, они стали таким великим чемпионом. Конечно, у наших ребят есть стимул на таких красивых, хороших мировых площадках уже себя проявлять и показывать. Мы в этом году открываем 2 бассейна. Один буквально на днях в Магасе, второй в Назране. Это тоже не просто бассейн, не просто вода. Здесь я даю поручение Министерству спорта, руководству военного комиссариата, Министерству образования, в целом правительственному блоку. Всех детей, независимо от пола, пропускать через бассейны. Особенно тех ребят, которые призывного возраста. Никаких проблем сегодня нет по графику пропускать детей с 9 класса через эти бассейны. Бассейн, вода дает огромный потенциал для поддержания здоровья. Ну а для призывников в армию, тех, кто поступает в военное училище, это тем более один из таких предметов, которые необходимо сдавать при поступлении в военное училище. Поэтому просил бы на это обратить особое внимание. В 2017 году проводились мероприятия по обучению населения по вопросам гражданской обороны и защиты от гражданской чрезвычайной ситуации, природного, техногенного характера на базе образовательных учреждений МЧС по месту работы, учебы и жительства граждан. Всего различными видами подготовки в республике были охвачены более 140 тысяч человек. В целях повышения культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организации населения
придании нового импульса развитию единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации, повышению ее имиджа и значимости для обеспечения безопасности государства, в 2018 году объявлен МЧС России годом культуры безопасности. Это очень мощный, хороший проект, и нам всем надо его поддержать. В этой связи поручаю правительству республики активизировать в текущем году мероприятия по подготовке всех слоев населения по вопросам защиты при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Я обращаю на это особое внимание. Буквально недавние события в Кемерово показали, что там были яркие личности и примеры, как в таких ситуациях, казалось, безвыходных, должны люди действовать. Мы видим много примеров и здесь, в республике. Мы в прошлом году и позапрошлом поощряли, награждали и здесь, в республике, и в Москве на итоговых мероприятиях наших и детей, и взрослых, которые максимально оказывали помощь при возникновении вот таких ситуаций. В том числе и это пожар, это и спасение утопающих, это и элементарные аварии на дорогах. Поэтому каждый человек должен научиться хотя бы мало-мальски представлять, что такое доврачебная помощь. От этого, конечно, может быть сохранено большое количество жизней людей. Поэтому на это обращаю внимание, и всем вместе здесь надо работать.